Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации СЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших программ, в рамках которых мы обсуждаем ислам, его историю и непосредственно приход и работу ислама в Башкирии. Сегодня поговорим о учреждениях религиозных, о муфтияте. Да. Когда впервые в Башкирии зародился первый муфтият? В прошлой программе мы уже упомянули о том, как организовывалось Оренбургское Магометанское духовное собрание. Уфимский муфтият, он возник в 1789 году, как известно. Но сегодня ведь у нас сколько в нашей республике муфтиятов? Мы знаем Центральное духовное управление мусульман. Есть Центральное управление мусульман. Есть Дум РБ. Есть Дум РБ. А еще что есть? Еще третий муфтият здесь есть. Дело в том, что мы называем ЦДУМом, то у него есть региональное управление от ЦДУМа по республике Башкортостан. То есть фактически третий муфтият. Возглавляет его Мухаммед Туджудинов, сын Талгата Туджудина. Фактически у нас здесь три муфтия. Видите, какая неразбериха. И как это все возникало. И не все понимают, кто по иерархии выше, кто ниже, кто управляет реально мечетями, приходами в республике. Ну да, тут такая путаница. Но, наверное, начнем издалека. В общем-то, как это по условиям вхождения Башкирии в состав русского государства, башкирам гарантировалась неприкосновенность вотчинных земель, в том числе и религии. Однако правительство, как известно, часто нарушало вот эти условия, и все это вызвало череду башкирских восстаний. Поэтому мы не ошибемся, если скажем, что возникновение муфтиятских учреждений, и тем более учреждение центра муфтията Оренбургского Магометанского духовного собрания в городе Уфе, это вот было результатом башкирских восстаний. Прямое следствие. Это же не в Казани, не в Астрахани, не в Нижнем Новгороде, нигде, а именно в Башкирии, в городе Уфе, поскольку вот эти именно башкирские восстания, можно сказать, опять же, с полной уверенностью, сохранили, по крайней мере, во внутренней России ислам, поскольку мы знаем, было очень сильное давление. В 17 веке при Алексее Михайловиче, потом в 18 веке после Петра I каток пошел буквально шквал. Вот, например, Абдрахман Фахриддинов, сын Ризаэддина Фахриддинова, будущий муфти Думес, у него была такая работа «История башкир» о восстании Саида Джафара. Это восстание 1781-1684 годов. Этот бунт придает башкирскому движению новый оттенок. Теперь во главе него стоят не сибирские ханы, боровшиеся за возвращение своего трона, а муллы. Старшина, известный среди башкир по имени Саид Джафар, будучи муллой, почитался башкирами за святого. Религиозная подоплека некоторых башкирских восстаний, она прослеживалась. Особенно она была в восстании как раз в сиитовском бунте. Ну и потом считается, что восстание Батырши, народное название Брузянский бунт, или в научной литературе ее называют просто башкирским восстанием 1755 года. Считается, что оно шло, это движение под религиозными знаменами. Именно вот это восстание, оно стало той последней каплей, той пушинкой, которая переломила хребет верблюду. Поскольку именно мираж вот этого общемусульманского восстание, которым было напугано правительство, подвигло правительство легализовать ислам, потому что ислам до середины 18 века это была гонимой религией. Елизавета Петровна с сенатским указом от 23 августа 1756 года разрешила строительство мечетей в Казанской, Нижегородской и Симбирской губерниях, в которых до этого они были все разрушены. В Уфимской провинции ничего подобного, в Оренбургской губернии такого не было, поскольку это была Башкирия, и в Башкирии власти, в общем-то, такой жестокой политики не могли проводить, опасались. Екатерина II, затем указом от 17 июня 1773 года о терпимости всех вероисповеданий фактически вывела ислам в разряд признанных религий, неофициальных, но признанных, потому что официальной и государственной религией все-таки было православие. Только православный человек мог идти по госслужбе, по карьерной лестнице и так далее. Не православный человек, ему было запрещено. То есть это были такие законы сегрегационные. По крайней мере, признали существование. Не только существование признали, придали статус такой терпимой религии, теперь это можно открыто исповедовать свою религию, не прячься и так далее. В Уфе был организован муфтият, устав ведь был изначально, как наиболее лояльное, именно предполагалось, что муфтием и казеями должны быть именно казанские татары, потому что башкирскому духовенству правительство не доверяло, как бы учреждается в Башкирии, но в то же время вот изначально такую спорную норму, которая потом стала причиной многих конфликтных ситуаций, изначально уже было внесено. Что было дальше? Автором проекта по учреждению Оренбургского духовного магометанского собрания или Уфимского муфтията был барон Отто Генрих Игельстром. Он был генералом-губернатором Уфимского наместничества. И вот он писал: странствующие муллы, ведущие антироссийскую пропаганду, представляют опасность для государства. И поэтому генерал-губернатор предлагал императрице создать особенную комиссию по назначению лояльных правительству элементов на должности мусульманских духовных лиц. Такая была цель изначально вот этого муфтията.
создать вот такой религиозный орган, который бы контролировал всех проповедников. Все проповедники являются официальными, законными только те, кого назначает муфтият. Все остальные, они считаются незаконными. Ну, пошли классическим путем. Если ты не можешь преодолеть протест, лучше его возглавить, получается. Ну, возможно, так. Потом в 1788 году был подписан указ учредить в Уфе духовное собрание магометанского закона, а в 1798 году, то есть через 10 лет, учреждается башкиро-мещерятское войско. Вводится система кантонного управления, как правильно считают ученые, именно учреждение башкиро-мещерятского войска, кантонной системы, когда башкирская элита была интегрирована в российскую элиту, стали получать дворянские титулы. В итоге выстраивание вот этой вертикали, оно и сделало невозможным уже продолжение башкирских восстаний. Одновременно возникает два таких института, как башкирское войско с кантонным управлением, было разделено войско на кантоны, во главе становились кантонные начальники, которые подчинялись командующим башкирским войском, и одновременно религиозную сферу, чтобы контролировать, было создано магометанское духовное управление. И физическая, и духовная сфера были поставлены полностью под контроль государства. Соответственно, все, уже о никаких восстаниях уже речи, конечно, быть не могло. Я к чему это говорю, что изначально ОДМС, Уфимский муфтият, изначально муфтии это были правительственные чиновники, это не сейчас. Они как бы отделены от государства и формально, по крайней мере... Это один из госорганов контроля над населением. Да, как синод был в православии, так же и здесь. Сделали такой мусульманский синод. Первым муфтием был Мухаммеджан Хусейнов. Он был по народности своей мишар. Родился в башкиро-мишарском селе Султаная, нынешнего Кушаренского района. Но хотя выходцами его были предки из села Бурундуки, Свияжского уезда Казанской губернии, правая сторона Волги. Сейчас Буинский, наверное, район Татарстана где-то. Человек он был такой неоднозначный. Можно сказать, а-ля второй такой Тевкелев, потому что по своей деятельности часто употреблялся в разведывательных целях. Правительство его использовало в степях Казахстана. Именно использовали его как муфти, как религиозного деятеля по распространению влияния российской власти на казахских ханов. Соответственно, через него транслировались такие идеи. Вот Хусейнов именовал себя киргиз-кайсадским муфтием даже, то есть казахским. Он был реалистом, прагматиком, понимая, что сейчас в тренде, что не в тренде. Допустим, резко он критиковал османский халифат, Османскую империю, понятно почему, и так далее. Был известен многими такими неблаговидными поступками. Допустим, женился на вдове, тогда Суворов взял крепость Измаил, и попала в плен жена коменданта Измаила. И вот он женился на какой-то этой турчанке, потом что-то бросил, присвоив ее имущество. Такой был интересный человек. Духовное управление в Башкирии, оно сразу находилось на Тукаево, где сейчас находится? Изначально вот это здание, оно 19 века, нынешнее резиденция, кирпичная, каменная и так далее. 19 века. Было построено вместе с мечетью в 830 году где-то. Да, это было много позднее. Это было при втором муфтии, нынешний комплекс зданий был построен. При Абдусаляме Абдрахимове он родился в башкирском селе Абдрахманово Бугульминского уезда Самарской губернии, ныне Альметьевского района. Хотя был в сословном отношении относился к тептярам. То есть вот мы уже видим, изначально вот этот принцип, когда казанские муллы и так далее, он уже начал, не соблюдался он изначально. В принципе, и первый муфти, он не был казанским татарином, а был мишаром и так далее. Вот этот Абдусалям Абдрахманов вошел в историю как инициатор возведения здания религиозного значения. По его ходатайству в 1830 году на средства купца второй гильдии Мумина Тагировича Хазясиитова из города Царево-Кокшайск, нынешний это Йошкар-Ола город, был как раз построен комплекс первой соборной мечети. После смерти второго муфтия к власти во главе муфтиата был поставлен Абдул-Вахид Сулейманов. Он родился в мишарском селе Абдусалямово, нынешнего Аругазинского района Республики Башкортостан. Его предки были выходцами из села Улу-Арбишча, Большой Рыбушкино, нынешней Нижегородской области. После него муфтием был Салимгарей Тевкелев. Тевкелева, наверное, всем известная фамилия. Предок вот этого Салимгарея Тевкелев, Кутлу-Мухаммед Тевкелев, печально известный палач башкирского народа, который топил в крови башкирское восстание 1735-40-х годов. Но Тевкелева, видите как, он вроде крестился, Кутлу-Мухаммеда. Из карьерных соображений, понятно, да, потому что не крестившись, он не продвинулся наверх, не получил бы звание генерал-майора, не стал бы помещиком. Чисто из таких карьерных соображений меркантильных принял. А потом, говорят, обратно перешел в ислам. Не случайно один из его потомков стал муфтием. После, как раз вот на период правления Тевкелева, падает вот это печальное дело Зайнула Расулева, когда вот он... Тевкелев, кстати, он сам
был довольно-таки благожелательно настроен к Зейнуле Расулеву. И то, что его сослали в ссылку, это скорее не вина, наверное, вот этого муфтията, а сколько давление власти, особенно гражданского губернатора тогдашнего. После Тевкелева муфтием Уфимского муфтията или Оренбургского духовного магометанского собрания, это было в 1886 году, стал Мухаммедьяр Султанов. Он был дворянин и отставной подпоручик башкирского войска, по национальности башкир, из рода Байлар, происходил из села Мастеево Мензелинского уезда. По-моему, это сейчас Актанышский район Татарстана. Это известная дворянская фамилия. Его предки прославились в войнах, наполеоновских сражениях и так далее. Один из его предков за подвиги стал кантонным начальником. Став кантонным начальником, он получил дворянский титул. И вот все Султановы, вот смотришь, там было большое количество кантонных начальников, ну и различных чинов башкирского войска. И вот один из потомков вот этого основателя, этой фамилии Абду-Жалила Султанова, Мухаммедьяр Султанов, стал муфтием. И был муфтием практически до 1915 года. До революции не дожил всего лишь 2 лет. Назначение на должность муфтия военного, да к тому же беспрекословного выполнявшего указания правительства, вызвало неудовольствие мусульман. Это было время, уже конец 19 века, проснулось самосознание и башкирского народа, и татарского. Возник политический проект татарской нации, а тот продолжал муфтий старую линию гнуть. ОДМС — это такой наднациональный орган, который должен отражать интересы всего многонациональной мусульманской уммы. Но Султанов ездил в Стамбул, встречался с султаном Абдул-Хамидом II, но, тем не менее, не смогло поднять его авторитет на должный уровень. Уже к тому времени общественное давление, которое шло снизу, и общество видело на должности муфти совсем человека иной формации. Они, так скажем, представители вот старой какой-то такой дворянской знати, военной и так далее. И поэтому после него был выдвинут такая компромиссная фигура Мухаммед Сафы Баязитова. Он тоже, кстати, был из мишарского села Тюменцу, Касимовского уезда Рязанской губернии. Как я уже говорил, казанская буржуазия не только, допустим, мы знаем, уже существовала мусульманская фракция Государственной Думы, в которой были представлены различные спектры направления мусульманской общественной мысли. Там были и кадеты, там были и социал-демократы, и так далее, и так далее. И многие хотели видеть уже совершенно во главе духовного учреждения человека иной формации. Допустим, Сафа Баязитов, он как раз был имамом одной из санкт-петербургских мечетей, и вот он был выдвинут на должность муфти ОДМС, Оренбургского духовного магометанского собрания. Он, между прочим, создал такое движение, называлось Сиратуль-Мустаким, в переводе с арабского «Прямой путь», которое, кстати, стояло на таких монархических, почти черносотенных позициях. Охранка. Естественно, это тоже не могло не возмущать мусульманскую общественность, поскольку они увидели, что их выбор не оправдался, хотели более либерального человека. В итоге в 1917 году на пост ОДМС, председателя Оренбургского духовного магометанского собрания, был поставлен Алимжан Боруди. Он родился в семье Малой Ковали, нынешнего Высокогорского района Республики Татарстан. То есть, наконец-то, к власти пришел, что называется, казанский татарин. К тому же он был мюридом суфийского шейха Зейнула Расулева. Поэтому многие мюриды Зейнула Расулева, их было очень много среди башкирского населения, возможно, поддержали эту фигуру, поскольку казалось, что именно такой человек, с одной стороны, находящийся в традиции, с другой стороны, ориентированный на прогресс, должен возглавить мусульманский орган. Боруди был членом партии Иттифак аль-Муслимин, Союз мусульман. При нем, кстати, Оренбургское духовное магометанское собрание было переименовано в ЦДУМ, Центральное духовное управление мусульман внутренней России и Сибири назывался. Но, как я уже говорил, вот в это время шел процесс конструирования, создания политический проект татарской нации, который за основу был взята система миллетов Османской Турции. Как известно, в Османской Турции было, понятное дело, государственная религия ислам, но для инаковерующих была создана вот эта система миллетов. Они как бы внутренняя национально-культурная автономия. Миллет — это нация переводится. Допустим, греки были объединены в свой миллет православных греков, которые имели внутреннюю автономию, никто в внутреннюю жизнь их не вмешивался. У них была своя система образования, которую они содержали. У армян был там свой армянский миллет, у евреев был свой миллет и так далее, и так далее. Вот эта система. И в основе проекта татарской нации тоже была положена система миллетов. Само название предложил, как известно, название татара Шихабуддин Марджани. И вот эта система миллета, по замыслу его создателей, была призвана для того, чтобы вот под названием татар объединить всех мусульман внутренней России. И казанских мусульман, и мишарей, и башкир, и нагайцев, и так далее, и так далее. Стал конструировать вот этот проект. И когда наступил 17-й год, начались вот эти революционные события. И вот Алимджан Боруди, который находился во главе теперь уже ЦДУМ, и он, и его соратники взяли и объявили вот этот ЦДУМ фактически министерством по делам религии татарского миллета или Идара национального управления тюрко-татар.
был общий мусульманский орган, как бы для всех такой наднациональный, для чего я перечислял национальности предыдущих муфтиев, чтобы показать, что там были представители разных этносов и этносословных групп. Но это они так решили, но сами-то народы, они вообще знали об этом? Конечно, знали. Это же происходило на всероссийском уровне, происходило на съездах мусульман, в которых участвовали представители практически всех народностей России. И объявляется ЦДУМ религиозным министерством Национального управления тюрко-татар, как такое директивное решение. Естественно, это, многие восприняли в штыки. Но в первую очередь башкиры. Почему это так происходит? Они же не собирались входить в этот татарский миллет, считая себя отдельной народностью, отдельной нацией. В это же время, как известно, происходит в Оренбурге провозглашение Башкирской республики в декабре 1917 года, на котором тоже принимается решение о создании отдельного башкирского муфтията. С этого момента мы видим вот эта единая организация, ЦДУМ, или до этого называлась ОДМС, Оренбургское духовно-магометанское собрание, или Уфимский муфтият, раскалывается. Это произошло в 1917 году. Башкиры, не согласные с превращением наднационального органа в национальное министерство татарского миллета, пожелали выйти из этого состава. И вот с этого времени, можно сказать, стал существовать отдельный башкирский муфтият. А большевики, которые пришли к власти позже, они никак не Им пока попытались? было по большому счету не до этого. Другое дело, что и башкиры не сразу смогли, ни ЦДУ, ни ДУМРБ сразу не смогли институализироваться, как-то перейти в нормальный режим работы, поскольку шла гражданская война. Просто я хочу показать, какая идея закладывалась. Например, Абдулхай Курбангалеев, политический противник Ахмед Заки Валиди, он не был автономистом, он был изначально вначале монархистом, потом его взгляды проходили определенную эволюцию, уже не столько монархические, но тем не менее, вот у него была идея не национально-территориальной автономии, а объединение башкир. Вот он как-то увидел, что вот татарский миллет есть, да, объединен, а он решил, что вот можно создать, собственно, башкирский миллет, объединенный не рамками национально-территориального образования, а рамками башкирского муфтията. Вот у него была идея теократии. И вот, допустим, в 18 году писал Колчаку, писал сибирскому правительству, допустим, вот такое послание. Особенно желательно образование самостоятельного духовного управления, чтобы выйти из подчинения татарскому магометанскому управлению, так как это было одним из источников татарского засилия над башкирами. Опять читаю для того, чтобы понимать мотивацию для чего. Но башкирский муфтият, он, тем не менее, существовал. Первым муфтием ДУМРБ был Мансур Халиков. Вот отгремела гражданская война, два вот этих муфтията наконец спокойно заработали. И что самое удивительное, во главе ЦДУМа вот вместо этого Боруди, который потом следы его теряются, был поставлен Ризаэддин Фахриддинов, который был членом башкирского шуро, участвовал, кстати, в учреждении ДУМРБ, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан. А потом, когда вот образовалось вот это вакантное место, муфти ЦДУМ, видимо, власти не нашли более лучшего кандидата, чем Ризаэддин Фахриддинов. Ну, Ризаэддин Фахриддинов, несмотря на то, что он был одним из учредителей Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, возглавил и ЦДУМ. Почему? Потому что, он понимал, что это здесь уже гражданская война прошла, революция свершилась, и теперь уже вот такие междоусобицы внутри мусульман, да, уже ни к чему хорошему не приведут. И они, в принципе, уже потеряли всякий смысл. Уже образована была башкирская АССР, уже существовала татарская АССР, но, тем не менее, Уфа, как исторический центр ислама, благодаря именно Резе Фахриддинову, он продолжал сохранять свое значение, потому что Ризаэддин Фахриддинов, это был слишком уж очень уважаемый ученый мусульманский, его отправляли на мусульманские конгрессы, использовали на внешней, скажем, арене, он ездил в Аравию и так далее, участвовал на всемирных мусульманских форумах. Но отдельное вот это существование, оно продлилось до 1936 года. В 1936 году умер Ризаэддин Фахриддинов. И тогда уже, вот когда ушла вот эта такая его авторитетнейшая фигура, и тогда было решено, а что тут делить? Взяли и два ДУМРБ просто присоединили к ЦДУМу. И все, и с этого времени вернулись к ситуации конца 18 века, когда существовала единая мусульманская организация. Теперь уже о расколах нового времени начнем. Наиболее значительные фигуры среди муфтиев ЦДУМ, там опять нельзя думать, что во главе ЦДУМ были представители одной какой-то там этнической группы, там тоже были люди разных национальностей. Допустим, вот был Абдрахман Расулев, сын Зайнула Расулева, один из наиболее авторитетных муфтиев ЦДУМ. Во время его правления пало на годы войны, как раз это он объявил джихад Гитлеру, гитлеровской Германии, снарядил на свои собственные средства колонну, там целую. Ну вот вы улыбаетесь, джихад объявил Гитлеру, да, вроде смешно. На самом деле это довольно-таки серьезная вещь, поскольку во всем мусульманском мире смотрели, как отреагирует Советский Союз, понятно, а здесь вот нужно было продемонстрировать, что мусульмане Советского Союза полностью тоже находятся на стороне своего правительства и будут воевать против Гитлера, да, в то время как некоторые муфтияты Ближнего Востока, извините меня, они заискивали перед Гитлером. После муфтия Абдрахмана Расулева
Расулева, он был сыном и был, понятное дело, мюридом Зайнула Расулева. Следующий муфтий Шакир Хиялидинов, он тоже был мюридом Зайнула Расулева. Тоже это была такая очень крупная фигура, большая. А после него Шакир Хиялидинов, недолго был период, буквально 5 лет, Абдул-Бары Исаев, а после него уже пришел снова уроженец Казани Талгат Таджуддин. И вот при нем как раз возглавляемая им организация окончательно распалась на части. Причем уже не на 2 части, как там в 1917 году, а уже там на десятки частей. Ну, тут надо сказать, что Талгат Таджуддин пришел еще в 80-е годы, правильно, Да, на эту да, должность? да. И время другое пришло, и, соответственно, стало возможным вот это вот разделение вновь. Ну, тут как посмотреть, там пошел период федерализации России, федерализации, и каждый там субъект, по крайней мере, республика пожелала иметь свой муфтият на своей территории, чтобы, с одной стороны, в этом есть большая логика, ну и тут, конечно, сыграло в этом отношении еще и то, что все-таки Таджуддин, он продолжил вот эту линию татарского этноцентризма. Посмотреть сегодня, у нас есть здесь РИУ, Российский исламский университет в Уфе, от ДСДУМ. Там татарский язык преподается, но башкирского языка нет. Понятное дело, что при таком отношении не мог не возникнуть вопрос об образовании отдельного башкирского муфтията. Ну вот эта линия, которую продолжит Талгат Таджуддин, которая идет из 17 года, вот эта линия Галимджана Баруди на Кренов. Этноцентризм, в первую очередь татарский этноцентризм, привело к тому, что ДСДУМа откололся, Духовное управление мусульман, не откололся, фактически просто произошло возрождение того органа, который уже существовал. А потом уже как цепная реакция, это пошло по всей России, откололись муфтият Татарстана, откололся уже и мусульмане Москвы, возник Союз муфтиев России во главе с Равилем Гайнуддином, который является родственником Талгата Таджуддина, даже работал в его структуре у него, но потом вот решил уйти от своего бывшего шефа. Еще возник, получается, некий филиал ДСДУМа Поскольку Башкирии. Талгат Таджуддин, он же не оставляет как бы надежд починить себе вот этот Дум РБ, то есть хотя не понимая, зачем ему чемодан без ручки, который он не сможет унести, и все это чревато продолжением конфликта. Непонятно для чего, но тем не менее он старается, пытается. Для этого вот и было учреждено региональное управление ДСДУМ по республике Башкортостан во главе с его сыном. А Центральное духовное управление на сегодняшний день при наличии региональных независимых структур вообще какое значение имеет в общественной жизни мусульман России в целом? На мой взгляд, сугубо, может быть, и не очень правильный или профессиональный. Мне кажется, вот больше функция такого пиара. То есть всегда вот нужно выйти и сказать от имени всех мусульман, хотя, понятное дело, Талгат Таджуддин не представляет всех мусульман, далеко не то, что всей России, и не всех мусульман Республики Башкортостан России, но и вот выйти и заявить, там, сделать какое-то громкое заявление в русле там, господствующих трендов политических и так далее. Я считаю, что вот больше вот такая функция медийная персона, нежели там реально что-то, которое на что-то может влиять. Ну вот с точки зрения восприятия широких масс, да, российских, наверняка именно Талгат Таджуддин является все-таки главой мусульманского мира России, хотя бы потому, что во время самых главных праздников мусульманских на федеральных каналах транслируется именно его проповеди. Ну правильно, потому что власть его так позиционирует. Поезжайте на Кавказ и спросите, кто такой Талгат Таджуддин, вам вряд ли, наверное, назовут. Ну и в Татарстане, так скажем, у них там свой муфтий, там Камиль Самигуллин, проехать чуть-чуть 500 километров на запад, и уже там вы увидите, что мало с ним считаются. А по чьей юрисдикции находятся мечети хотя бы в Башкирии, которых уже у нас десятки, наверное? Нет. Сотни даже. Значительная часть под Нурмухаметом Нигматуллиным, под Дум РБ. Дум Ну РБ. и какая-то часть, вот, конечно, у Таджуддина тоже есть здесь свои приходы, которые подчиняются Центральному духовному управлению. Ну что ж, я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов», и сегодня с Салаватом Хамидуллиным мы вспоминали и разбирались в структурах и хитросплетениях муфтиятов, которые работают на сегодняшний день в Башкирии, и какова предыстория всего этого процесса. Спасибо большое Салавату Хамидуллину, руководителю автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и до новых встреч. До свидания.